Вы смотрите актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В музейном комплексе «Россия. Моя история» открылась мультимедийная выставка под названием «Академическая наука и технологии в Якутии». Она посвящена Году науки и технологий в России. До конца года пройдет несколько тематических выставок. Как музейный комплекс сотрудничает с научными учреждениями региона и не только. Об этом мы поговорим с директором музейного комплекса «Россия. Моя история» Дмитрием Соловьевым. Дмитрий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мало кто знает, с чего начиналась история развития науки в регионе. Будет ли отражена история научных учреждений Якутии в открывшейся выставке? Ну, если говорить о развитии вообще научных изысканий на территории Якутии, то они, конечно же, относятся еще к глубокой истории, скажем, да, это ко времени Петра I, ко времени создания Российской академии наук. Вот, когда были снаряжены такие крупные экспедиции, как первая, вторая Камчатская экспедиция под руководством Витуса Беринга. Вот, это было в 20-х, 30-х годах 18 века. И это были, конечно, крупнейшие такие научные проекты, задача которых была, ну, вообще открыть, вот, докуда же простирается, значит, наша Российская империя, значит, есть ли пролив между, значит, Азией и Америкой, и вот эти задачи выполнялись. Конечно, были, значит, под это задействованы огромные научные силы, вот, и сопровождающие, и, значит, военные. Вот. Достаточно сказать, что вторая экспедиция, Великая Северная экспедиция еще ее называют, она включала в себя 500 человек. Вот. Они, конечно, шли все через Якутск, по Охотскому тракту, далее строились корабли и выполнялись задачи. И вот на протяжении вот этих вот 300 с лишним лет, конечно же, побывало здесь очень много именитых ученых, которые решали самые разные задачи. Это и Степан Крашенинников, и Сарычев, и Гмелин, и Миллер, и Врангель, и, значит, Анжу, барон Толь. Ну, эти фамилии очень широко известны. Вот. Можно назвать, сказать, наверное, что вот этап до создания вот уже такой базы в 20 веке науки здесь, на территории республики, такой стационарной крупной базы, это можно охарактеризовать как такой экспедиционный этап. И он был увенчан как раз-таки второй комплексной, значит, якутской комплексной экспедиции Академии наук СССР, вот, в которой принимало участие более 200 человек. Все якутяне хорошо знают, что в 25-30 годах по инициативе молодого правительства Якутии, нашего лидера республики Максима Кировича Амосова, который обосновал такую необходимость, эта вот экспедиция состоялась. И тогда вот эти 10 отрядов, на которые была эта экспедиция, собственно, поделена, она сделала очень большие научные открытия, привнесла, значит, в копилку и знаний, и в копилку нашего непосредственно развития республики очень большой вклад. Потому что вот эти отряды, они изучали, ну, практически все. И, значит, потенциал, значит, экономики, и, значит, ресурсно-природный потенциал, и статистику, значит, статистический был отдельный отряд, изучали культуру народов, населяющих территорию Якутии, этого огромного региона. И впоследствии уже вот эти вот исследования, результаты этой экспедиции, они легли в основу создания первых уже научных подразделений. Первым таким институтом академическим в Якутии стал Институт языка и культуры, которым руководил Платон Алексеевич Аюнский. И вот уже, можно сказать, в 1947-1949 годах уже Академия наук СССР определилась и создала здесь сначала такую научную базу, а затем уже филиал Академии наук СССР, который по сегодняшний день успешно работает. И вот это как раз-таки те вот академические научные институты, которые дают нам как раз-таки очень важную основу для нашего развития.
И поэтому я благодарен Лебедеву Михаилу Петровичу, директору Федерального исследовательского центра, с которым мы подписали соглашение и решили реализовать такой проект для того, чтобы наши жители и гости республики лучше узнали о том, чем дышит наша наука, о том, над какими проектами она работает, какие разработки интересные у нее есть. Конечно же, сформировались уже такие крупные научные школы. Всего у нас 11 институтов академических, которые входят и в систему Федерального исследовательского центра, это 8 институтов, и 3, которые не входят, но тем не менее они входят в систему Российской академии наук. А какие научные учреждения вообще в целом, приняли участие в организации выставочных стендов? На сегодня у нас представлены экспонаты и материалы от Института проблем малочисленных народов и гуманитарных исследований СОРАН, от Института геологии и благородных металлов СОРАН и от института, который именуется Институт комплексных медицинских проблем СОРАН. Вот это, конечно, информация об истории этих институтов, об истории их создания, о наиболее ярких достижениях и о тех проектах, над которыми они работают. Вот. Если говорить, допустим, об институте мерзлотоведения, вы знаете, что наука мерзлотоведения, это геокариология, как в науке говорят, это очень большая отрасль знаний, которая, собственно, дает нам возможность сегодня на этой вечной мерзлоте строить сооружения, крупные, реализовывать проекты, изучать климат, влияние этой мерзлоты, и на климат, и каким образом она функционирует. Вот в этой области, конечно, у нас очень большие достижения. Этот институт, он имеет и свои станции даже в Казахстане, в Иркутской области. Вот, может быть, вы знаете, что у нас есть шахта Шергина, которая тоже входит в институт, в структуру института мерзлотоведения. Есть подземная лаборатория, которую иногда посещаем. Вот, и есть даже криохранилище семян растений. Федеральное криохранилище семян растений. Такие криохранилища, они созданы для того, чтобы сохранить генофонд растений, которые имеют такое народно-хозяйственное значение. И там собрано более 11 тысяч сортообразцов, которые хранятся в таких естественных условиях мерзлоты. И вот об этом всем, конечно, мы пытаемся рассказать и донести до нашей общественности, до наших посетителей. Вот. Также в рамках этой выставки мы создали такую интерактивную зону, называется она «Домик ученого-полевика», где представили оригинальные экспонаты, предметы, которыми пользуются ученые во время экспедиций. Это карты, это какие-то планшеты, это какие-то пробирки, микроскопы, фотоаппараты, камеры и так далее. И вот наши посетители могут прикоснуться к ним, их подержать в руках и узнать о них много интересного. Также в этом году отмечается юбилей 130 лет Сергею Владимировичу Обручеву, который обосновал у нас зону полюса холода в северном полушарии, и которого мы очень чтим. И поэтому мы решили совместно с Тамторским музеем, получили экспонаты очень оригинальные и представили такую выставку. И на открытии выставки дочь Сергея Владимировича по интернет-соединению в режиме видеоконференции с нами присутствовала. Вот это тоже, конечно, дало нам определенный такой эмоциональный позитив. Как будет работать сама выставка? Вот хотелось бы узнать подробнее об этом и вообще, что нового смогут узнать якутяне. Якутяне, я думаю, что смогут в комплексе понять, как функционирует наша наука, чем она нас обогатила, какие научные достижения достигнуты именно учеными нашей республики. Увидеть непосредственно какие-то интересные предметы, и книги, допустим, труды,
которые вот хранятся в этих институтах, но прежде не были достоянием, может быть, широкой публики. Вот, и все это в одном месте посмотреть, я думаю, что будет интересно. И вот институты, они представили информацию в концентрированном виде. У нас оформлены такие лестничные пролеты большими стендами о каждом институте. И также представлены стенды, значит, по краеведческой деятельности, по талантливым нашим школьникам. И вообще в планах наших завершить вот эту выставку, так она же называется, собственно, «Академическая наука и технологии», вот уже технологическим периодом, скажем, да, который сегодня мы видим, мы большое внимание наше правительство уделяет развитию технологий, и IT-технологий, и других технологий. И вот мы же понимаем, что не только, скажем, в сфере академической науки, да, формируется, даже, может быть, в большей степени за пределами академической науки, именно в прикладной такой сфере работает очень большое сейчас специалистов, которые создают новые продукты. Да. И вот к чему мы пришли сегодня, эта вот задача будет как бы нами совместно решаться с Министерством инновационного развития, и мы где-то в ноябре-декабре, я думаю, представим вот тот потенциал инноваций, технологий, которыми мы сейчас располагаем здесь, в Якутии. И вот этим мы хотим как бы завершить этот выставочный проект, то есть это вот такие сменные экспозиции. У нас, допустим, будет выставка, выставка метеоритов, да, найденных на территории Якутии. Я думаю, тоже будет интересно. Вот. И сейчас эта выставка у нас активно посещаема, уже люди знают, поэтому приглашаем всех вот на эту нашу выставку. Как попасть на выставку? Расскажите об этом. Ну, во-первых, в обычные рабочие дни, и в субботу, воскресенье мы тоже работаем. У нас вход на такие временные выставочные проекты, он абсолютно бесплатный. Поэтому приходите и получайте удовольствие. Мы всегда готовы предоставить наших экскурсоводов, которые, я думаю, уже довольно-таки подготовились с помощью наших коллег из академических институтов и смогут преподнести информацию очень доходчиво и глубоко. Дмитрий Иванович, спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов и обязательно реализовать идею с экспозицией по инновациям. Очень хотелось бы посмотреть. С удовольствием сходим, сами посмотрим. Спасибо большое. О сотрудничестве Музея России «Моя история» с научными учреждениями. Мы говорили с директором музея Дмитрием Соловьевым. Это было актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.